за последние 2 года с небольшим сменилось несколько уже руководителей Черноморэнерго. Наверное, это может означать, что у власти нет понимания, как в итоге решать вопрос энергетики, но есть отдельные события. Вот мы помним, можно сказать, уже скандальный ремонт Ачугары. До сих пор неизвестно, насколько эти сметы были законны или незаконны. Мы видим перестановки, совсем недавно произошла очередная. Вот. И вслед за этим в «Спутник Абхазия» было интервью депутата парламента Реза Платоновича Зантария, где было сказано, что вторую перепадную планируют в ремонт и реконструкцию планируют привлечь инвесторов. И я помню, что и на том эфире полуторагодовой давности вы тоже говорили об инвестировании и о законе об энергетике. Поэтому слово хочу передать экс-депутатам парламента Алхаз и Гарри. Что делать с абхазской энергетикой и вообще что изменилось за эти 1,5 года? Потому что почти все предсказания, которые были, тогда вот во время того эфира все сбылось. Может быть, вторая часть тоже как бы предсказаний будет? Ну, во-первых, всех приветствуем, поздравляем с прошедшими праздниками. Теперь это то, что мы будем говорить, наверное, сейчас термин такой появился, повангуем. То, что мы тогда наговорили, к сожалению или к счастью, скорее, к сожалению, сбылось. То есть ничего не поменялось, вектор, заданный правительством на либерализацию политики относительно энергоотрасли, как был очевидным, так и остается. Теперь приступили к реализации. Последние месяцы, поправьте, полгода, скажем, это все еще ускорилось параллельно с темами, напомню, вот этого переселенстроя планируемого, это строительство космодрома и так далее. И все сейчас как вишня на торт, то есть структурно люди подходят. Поняли, что и там надо структурно подходить, подошли наконец-то к теме энергетики. Естественно, если мы вангуем, то скажу, что в этом году предпримут, значит, попытку, естественно, разбора по запчастям комплекса перепадных, по запчастям имею в виду в юридическом смысле слова, так он разобран, в механическом, фактическом состоянии находится. Что касается юридических моментов, естественно, будут пытаться и боюсь, конечно, это предсказывать, внесут изменения в закон об электроэнергетике, что логичным продолжением является. И абхазская сторона, правительство, видимо, живущее в отдельной реальности от государства абхазского, будет иметь, что значит, владельцами сетей, земель, объектов будут инвесторы, но никак не абхазское государство. Все это прикрывается тезисом о том, что государство неэффективный управленец, причем озвучивают это люди, находящиеся на госдолжностях, которые, собственно, и должны быть эффективными управленцами, да, но при этом как бы их, у многих это как бы два лица получается. Здесь они на государственных должностях неэффективные управленцы, а где-то в другой жизни они владельцы всего этого оказываются и довольно эффективные управленцы. Да. Собственник и управленцы. Просто тоже. Когда меняется форма собственности, сразу появляется эффективность. Да? И вот это сейчас, конечно, мое ехидничание там, и усмешки, это все было бы смешно, если бы не было так печально. Вот это настоящая линия вообще раздела в обществе, отношения к нашей жизни. Не вот это амцахара, ФНЕшное разделение вот недавнего прошлого или вот это по фамильно-партийному принципу. Вот линия раздела нашего народа. Кто за личный карман и кто за государственную модель строительства, управления вообще жизни нашего общества. Я просто один момент хочу обозначить, когда вот сейчас представлял эфир, рассказывал о нем. Вы говорили о том, что будет повышение цен. Ну, конечно, это повышение, оно случилось, уже без митингов и так далее, все произошло. Но никакого отчета о том, насколько это эффективный способ оказался, в увеличении бюджета и так далее, и так далее. Ничего мы не получаем, но
вторая часть, да, как ты говоришь, продолжение следует. То есть, как бы, сейчас хотят уже либерализацию довести до конца. Несмотря на то, что первая вроде бы, ну, не принесла успеха, да, ну, то есть, если бы власть показала бы, что вот видите, мы повысили цену, собираемость увеличилась, наши шаги оправданы. Но мы получаем негативные последствия шагов власти, но она продолжает идти по этому пути. А вот. Почему? Потому что... Ну, наверное, с нашего молчаливого согласия. Правильно? Ну, мы не молчим. Ну, мы не молчим с тобой, но, видимо, большинство населения, как считает, ну, это мы же их выбрали, это люди, знающие свое дело. И плюс в 2020 году, может, я там в датах ошибусь, разрешенный, легализованный, да. вернее, процесс добычи майнинга, криптовалюты, вошедший в обиход каждой абхазской семьи, закрыл рот многим тем, кто был еще способен был думать, что он разрушает собственную страну. Все, мозги отбила эта машинка, и вообще людям не до этого. Лишь бы был свет, неважно какой ценой, и кто хозяин этого света, как нам утверждают, какая разница, кто хозяин добытых киловаттов. Ну это же это примитивнейшее мышление. Где здесь государственный подход? Ты что ожидаешь, что эти люди оторвутся от этой они присосались к этой добыче майнинга, если говорить о простых людях? Вот им подача. Ну, вот. Я еще хотел, если можно, добавить. Те, кто, видимо, кому мы оппонируем, они на шаг впереди, хотя бы потому, что больше владеют информацией. А теперь становятся и понятными, и подозрительными другие вещи. Огромный проект, повторюсь, апартаментный. Его надо питать энергией. Огромный, не маленький проект, наверное, с аэропортом. Его надо питать энергией. Транзитные дела еще во что-то же тоже выльются, энергозатратное в обслуживании этих тем. Теперь дорога, к этому просто там владельцы уже, я так догадываюсь, определены. В аэропорту, понятно, российский инвестор, мы отдаем... Тоже в собственность. Да, нет, на 49 лет в аренду. Но все имущественные права в случае разрыва отношений остаются у них. То же самое соглашение, просто оно это везде тема еще Пицунское соглашение. Я к тому, что по форме. Почему говорю, вы понимаете, что пул проблем какой? Люди просто изымают из государства эти моменты, это хребет государства. Слушайте, это не потому, что мы вредные, потому что мы в оппозиции, нам делать нечего. Слушайте, страна не будет существовать в том виде, в каком мы с вами привыкли к ней. А когда количественно сложатся владельцы, теперь уже намечаемые владельцы, где-то будут в большинстве своем по происхождению денег, вон там владельцы. Это будут, естественно, не граждане Абхазии. Когда они придут и гаркнут, нам придется менять Конституцию. Мне уже это в лицо сказали. Да, так, в кулуарных пока беседах возможный юридический выход из такого тупика, когда мы не будем отдавать или не сможем расплатиться, меняйте Конституцию и вступите куда-нибудь, и закроются ваши долговые обязательства. Тогда у меня вообще вопрос... Не отдавать у меня вообще вопрос, мы начали сейчас за здравие, заканчиваем за упокой, но это наш стиль такой. Сейчас Надежду подадим, подожди. Давайте. У меня вообще вопрос тогда, последние годы, вот мы с тобой это хорошо запомнили, легендарную папку гармонизации. Вот этот документ, я считаю, те, кто его внедрил в нашу повестку межгосударственных отношений и так тщательно идет по этой реализации этого плана, в котором абхазских интересов, как выяснилось, кот наплакал. Тогда эти люди вообще чем занимаются? Они вот это люди, вбивающие клин в отношения между нашими странами, я такие предположения делаю. Кто нам подсовывает вот такое соглашение по аэропорту, это мы еще придем к вам на эфир и прокомментируем. Я вообще сомневаюсь, что это писалось в государственных структурах Российской, например, Федерации, составлялся этот документ, проект постановления. А что касается теперь хороших новостей, не новостей, или как сказать, надежды, что ли, Пасха, все-таки это же праздник надежды. Давай ванговать опять. Давай повангуем. В хорошую сторону. Я хочу сказать, что мы не постараемся не отдать вот так, облапошить себя и отдать в частный карман то, что принадлежит тебе и мне. Видимо, слово «наше» теперь надо расшифровать. Слово «наше» это значит, оно принадлежит рядовому члену партии Амцахара, партии Айтайра или любому беспартийному абхазцу. Не надо думать от того, что мы оппозиционные к нынешней власти, только о себе говорим. И тому, который вообще ничего не понимает в политике и экономике, это и его часть, гражданина Абхазии. И мы не позволим этого просто так сделать.
ни в юридическом смысле, ни в юридическом смысле. Это просто хамство, которое наши потомки нам не простят. У нас есть вся возможность, Гарри, по-моему, вполне подробно или там не подробно достаточно изложил, как мы можем сами себе помочь. У нас нет, по большому счету, проблем на самом деле, кроме тех, что мы сами Искусственно себе создаем. создаются, да. Вот Ливан правильное звучание нашему разговору сейчас добавил насчет безопасности национальной. Безусловно, двумя руками поддерживаю вот этот тезис. И вот с Гариком, вот, допустим, от фонда, допустим, АМТа, неважно от кого, мы обратимся в парламент с просьбой рассмотреть повторно вопрос проекта о стратегических объектах, который, по нашему мнению, несмотря на действующий закон о приватизации, как оказалось, совершенно не защищающий наши объекты стратегические, единственные по природе своей, и рассмотреть этот проект закона, а в идеале его принять, дополнить там, и так далее на злобу дня. Как выяснилось, все насмешки, которые мы выслушали в свой адрес, представляя этот проект в 6-м созыве, как выяснилось, совершенно не насмешки, а реальные вот угрозы по потере этих стратегических объектов. Вот предметное предложение.